Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» и в студии в Вашингтоне с вами Юлия Апел. Сегодня в программе: экологическая угроза среди обстрелов. Коксохимический завод в зоне конфликта в Украине может разрушиться. Бишкек разорвал договор о сотрудничестве с США после присуждения американской премии кыргызскому правозащитнику. На зависть Гутенбергу Вашингтонские библиотеки от книг до 3D-принтеров и лазерных станков. Начинаем с новостей из Праги. Катерина, пожалуйста. Спасибо, Юлия. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Сторонам конфликта на востоке Украины удалось договориться об отводе танков и артиллерийских вооружений калибром меньше 100 мм. В присутствии представителей ОБСЕ стороны подтвердили, что участники трехсторонней контактной группы подписали дополнение к комплексу мер по выполнению Минских соглашений. В ОБСЕ утверждают, что в соглашении будут детально прописаны процедуры контроля за отводом техники. Я хотел выразить поддержку контактной группе и придать новый импульс мирному процессу. Думаю, что работа была проделана немалая. Мы достигли практических договоренностей о выводе танков и вооружений калибром меньше 100 мм. Пока же обстрелы на востоке Украины продолжаются. По данным Донецкой областной госадминистрации, за прошлые сутки в зоне конфликта погибла одна мирная жительница. Из-за постоянных обстрелов Авдеевка Донецкой области находится на грани экологической катастрофы. Коксохимический завод на территории города может не выдержать попадания очередного снаряда. Подробности в материале моих коллег. Авдеевский коксохимический завод расположен в часе езды от оккупированного боевиками Донецка. Война сделала из предприятия экологическую бомбу, которая может взорваться в любой момент. Из-за порыва газопровода или утечки аммиака пострадают рабочие. Но возможна и беда глобального масштаба. Жидкость, которая участвует в замкнутом цикле производства, может отравить источники питьевой воды в регионе. У нас оборотный цикл биохимустановки, которая обрабатывает воду, и вода, она, в общем-то, она вращается все время по циклу, и попадание ее в внешнюю среду, это, безусловно, для водного бассейна это очень плохо, это может быть угроза, отравления рек. Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло. На предприятии трудятся 3819 человек. За время боевых действий производство покинули около 700 сотрудников. Но кадров здесь хватает. Несмотря на риск, люди боятся лишиться заработка. Виктор Кругленко имеет 35-летний стаж работы. Во время обстрела потерял сына. Бежали от обстрела. Хотели в туннель заскочить и не успели. Мне ничего, сына насмерть. А сколько вашему сыну лет было? 25. Вам сейчас не страшно ходить на работу? Да чё, когда стреляют, страшно. А так ходим же. Другие рабочие говорят о том же. Страшно, но уехать нет ни желания, ни возможности. Смысла нет уезжать. Здесь все, родители нажили, а мне бросать нет, не хочется. Подсчитали, что за все время обстрелов на территорию завода попали около 300 снарядов. 7 рабочих погибли. Но градообразующее производство продолжает работать. А значит, у жителей Авдеевки остается надежда. Солдат в Украине теперь набирают по объявлениям в интернете. Таким образом, государство надеется в разы увеличить число военнослужащих. Кто и зачем отвлекается на сообщения в сети, узнала корреспондент «Настоящего времени» Ирина Кононенко. Военный по объявлению. Теперь на службу в армию зазывают рекрутинговые агентства. На сайтах по поиску работы появились сообщения, в которых приглашают записаться в морской десант и стать настоящим морским котиком, танкистом или артиллеристом и служить в зоне конфликта. На одно из таких объявлений откликнулся Александр. Я узнал о том, что можно полностью пойти на контракт в любую воинскую часть, которую мне могут предложить здесь, и я решил воспользоваться этими услугами. Служить таким, как Александр, предлагают за деньги. Минимальная зарплата меньше $200. Все зависит от рода войск и места службы. Мы не привязываемся ни к какой волне мобилизации. Мы сотрудничаем с военкоматами в плане подготовки документов и призыва, потому что все-таки документы и сам призыв осуществляет военкомат. Это вне плана, это вне наряда, вне мобилизации. Есть краткосрочные сроки на период проведения боевых действий, есть разные, есть более длительные, там на 5 лет, на 3 года.
А вот николаевец Алексей не может найти работу в Украине уже несколько лет, поэтому пойти наемником в армию считает хорошим выходом из безработицы. Мужчина хочет попасть в военно-морской флот в городе Николаев. Считает, на воде служить Украине намного романтичней. Я не отношусь к этому как к работе. Это не только работа, не только финансовая заинтересованность. Больше как долг. Да. Но всех подряд брать служить не хотят. Идеальный кандидат – мужчина от 18 до 40 лет с хорошей физподготовкой, стабильной психикой и равнодушный к спиртному. Так называемые работодатели уверяют, что сотрудничают с Минобороны официально. Обещают, через 3 месяца инструкторы из Канады, Англии и США сделают из контрактника настоящего спецназовца. Те, кто приходят по объявлению, они сознательно готовы выполнять задачи, в том числе и в зоне проведения антитеррористической операции. А вот в Центральной службе занятости Украины своя схема подбора контрактников на службу в армию. В классификаторе профессий немає сьогодні. Поскольку в классификаторе профессий нет танкистов или артиллеристов, мы обучаем всех желающих рабочей специальности, к примеру, тракторист. А уже при желании тракторист может стать танкистом. В то же время в Минобороны официально заявили, что их бюджет не рассчитан на более чем 250 тысяч военнослужащих. А с учетом 6 волн мобилизации их численность уже намного больше этой цифры. Поэтому вопрос оплаты труда таких наемников остается открытым. Ирина Кононенко, Юлия Дрозд. Настоящее время. Киев. Люди, оставшиеся без жилья после январского артобстрела в Мариуполе, до сих пор не могут восстановить свои дома. 24 января микрорайон Восточный был обстрелян из установок «Град». Тогда погиб 31 человек, а десятки семей оказались на улице. Среди них и героиня нашего следующего репортажа. Здесь одна спальня была. Здесь зал, вот здесь вот воронка была, мы ее засыпали. Здесь малой спальня была, первый снаряд вот сюда попал, вот швеллер погнуло. Тут хорошо видно. Так сейчас, спустя полгода после артиллерийского обстрела, выглядит дом Татьяны Ефремовой. Вспоминает те события. Муж был ранен, и его на соседской машине повезли в скорую. Она осталась ждать пожарных. Это видео первых минут после трагедии снимали на мобильный. Дом сгорает у Тани на глазах. Леня, уходи! А что мы тут спасем? Уже ничего не спасешь. В это время муж умирает от ранения на руках у 9-летней дочери. Жизнь мужа самая ценная, конечно. Ну и в принципе вот столкнулись с тем, что когда хоронили, ни фотографий, даже ничего не было. То есть вот это вот, что в морге отдали, цепочка его с крестиком, с колечком. В дом, в котором они прожили 15 лет, прилетело 6 снарядов. Сгорело все: документы, деньги, вещи, мебель, бытовая техника, машина. Это фотографии дома. Ее убытки посчитали городские власти. На восстановление дома и имущества деньги тогда выделил кабинет министров. Тане около 13 тысяч долларов. Считается, что на эти деньги я могу восстановить дом, купить мебель. 40 лет без мужа, с ребенком на руках и без ничего совсем. То есть вот даже вещи, которые на мне это сестра, друзья, знакомые приносили. То есть мне одеть даже нечего было. Строители посчитали, за выделенные деньги возведут стены, накроют их крышей, возможно, хватит на пол. Ни о каких коммуникациях, ремонте или покупке вещей и мебели речь идти не может. Глава Донецкой области объясняет, в Украине не предусмотрены выплаты за частное жилье, разрушенное сепаратистами. Коммунальное имущество восстанавливать мы имеем право из бюджета. Это многоквартирные дома, школы, детсады. Но по частному сектору возмещения убытков сегодняшним законодательством не предусмотрено. По микрорайону Восточному было принято отдельное постановление Кабмина. Там выделили 11 миллионов гривен. Добрый день. Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ говорит, его ведомство готовит новое постановление. Это постановление гарантирует компенсацию денег за полностью разрушенные дома где-то в размере 150 тысяч гривен. Дом в селе, который находится на линии разграничения, например, в Трехизбинке, где-то так и стоит. Но, соглашается, в Мариуполе за такие деньги дом не купишь. Поэтому, обещает Роман, министерство сформирует комиссию. Чиновники поедут посмотрят, как идет восстановление домов и квартир. В случае с Татьяной сумма выплат, возможно, будет пересмотрена. Пока же она с ребенком живет у родителей. Ирина Клименко, Максим Дрозденко, Юлия Дрозд. Настоящее время. Власти Кыргызстана официально денонсировали соглашение о сотрудничестве с США.
Поводом стало присуждение премии Госдепартамента кыргызстанскому правозащитнику, приговоренному к пожизненному заключению. С нами на связи из Бишкека наш корреспондент Жибек Бегалиева. Жибек, здравствуйте. Расскажите, как сейчас развиваются события? Здравствуйте, Катя. Да, действительно, вчера поздно вечером правительство Кыргызстана разорвало соглашение о сотрудничестве с США. И, конечно, это стало главной новостью в стране. На такой резкий шаг Бишкек пошел после того, как Госдеп Соединенных Штатов вручил премию Азимджану Аскарову. Это кыргызстанский правозащитник, который сейчас находится в тюрьме. За всем этим последовала очень резкая реакция правительства, а вот посольство Соединенных Штатов пока ограничилось лишь кратким комментарием о том, что Вашингтон изучает технические последствия денонсации соглашения. Общественность, конечно, в растерянности, многих настораживает оперативность властей. Вопрос в правительстве решили за считанные часы. Отдельные наблюдатели считают, что дело не обошлось без рекомендаций Москвы, тем более, что, по словам экспертов, премьер-министр республики Темир Сариев – один из главных лоббистов прокремлевского Евразийского экономического союза. Та нелепость, которая происходит в России, связанная с Европой, Америкой и Россией, оно проецируется и на нас. Мы-то куда лезем? С официальным комментарием по резонансному заявлению представители правительства на публике пока не появлялись. Брифинг, посвященный этой теме, переносится вот уже который раз, и мы все еще дежурим у Дома правительства. Но то, что известно точно, США профинансировали в республике сотни проектов и программ, примерно на $1 миллиард. Касается это таких сфер, как медицина, образование и сельское хозяйство. Катя? Спасибо, Жибек. О реакции властей США расскажут мои американские коллеги. Юлия, вам слово. Спасибо, Катя. Вашингтон выразил разочарование в связи с денонсацией договора. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в американском правительстве. Отмечается, что этот шаг может поставить под угрозу программы помощи народу Кыргызстана, в том числе по борьбе с экстремизмом, созданию рабочих мест, улучшению системы образования и поддержке демократического развития. Запад должен оказать Украине серьезную экономическую помощь, считают два бывших высокопоставленных сотрудника администрации президента Джорджа Буша-младшего. В статье, опубликованной в газете Wall Street Journal, экс-советник по национальной безопасности Стивен Хедли и бывший торговый представитель США Роберт Зелик пишут, что Киев должен предложить своему народу безопасное, процветающее и демократическое будущее. Если Украина, страна с населением более 40 миллионов человек, станет несостоявшимся государством, то волнения могут перекинуться на территорию Европейского Союза и, вероятно, будут подпитывать будущий конфликт между Россией и трансатлантическим сообществом, предупреждают авторы. Президент Обама потребовал от Тегерана освободить 3 граждан США, удерживаемых в Иране, и помочь установить местонахождение еще одного американца, который, как предполагается, также находится в этой стране. Обама выступил на съезде Организации ветеранов иностранных войн в Питтсбурге. Мы не намерены отказываться от своих требований до тех пор, пока американцы, необоснованно задержанные в Иране, не будут возвращены домой. Журналист Джейсон Резаян должен быть освобожден. Пастор Саид Абедини должен быть освобожден. Амир Хикмати, бывший сержант корпуса морской пехоты США, должен быть освобожден. Власти Ирана должны помочь нам найти Роберта Левинсона. Эти американцы должны вернуться домой к своим родным. Некоторые родные, близкие, друзья этих людей подвергли Обаму критике за то, что он не смог добиться их освобождения в качестве одного из условий соглашения по иранской ядерной программе. И только что поступила новость, что газета «Вашингтон-Пост» обратилась в ООН с просьбой содействовать в освобождении своего журналиста Джейсона Резаяна. Он является одним из заложников. Безусловным оптимистом в исторической перспективе называет себя Джон Маккейн, отмечая, что Америка сохранит ведущие позиции в мире, несмотря на многочисленные угрозы. А их, по словам сенатора, немало, и список их не нов. Исламское государство, имперская политика России, поощрение мирового терроризма иранскими властями и возросшие амбиции Китая. О миропорядке по Джону Маккейна в репортаже Александра Панова. Сенатора, на днях попавшего в заголовки новостей из-за фразы миллиардера и кандидата в президенты Дональда Трампа о том, что предпочитает тех героев войны, которые не попадали в плен, зал встретил овации. Впервые за последние 30 лет тема национальной безопасности станет приоритетной на президентских выборах, убежден сенатор. По истечении 60 дней иранская сделка будет Конгрессом провалена, полагает Маккейн.
Но если президент Обама наложит вето, то сенаторам-республиканцам будет нелегко его преодолеть. Набрав 2/3 голосов, 54 республиканцам потребуется помощь как минимум 13 сенаторов-демократов. Суннитские арабские страны не верят Ирану, и, боюсь, теперь ядерные гонки в этом регионе не избежать. Если вы Биби Нетаньяху и верите, что сделка несет прямую угрозу существованию вашей страны, а за 2 дня до соглашения на улице Тегерана выходят толпы с криками «Смерть Израилю! Смерть Америке!», вам предстоит принять очень и очень трудные решения. Россия и Украина, несмотря на географическую отдаленность, являются важнейшей для США темой, не устает повторять Маккейн. К своему величайшему стыду мы до сих пор не дали Украине оружие, чтобы она могла защитить себя от российских танков и броневиков. А если вдруг Кремль решит защитить интересы русского населения в балтийских государствах, американский сенатор абсолютно не убежден, что страны НАТО как один встанут на защиту и готовы ради этого воевать. Есть не военные, более эффективные методы, заявил Маккейн. Чтобы остановить имперскую экспансию России в Европе, а именно так сенатор оценивает путинскую политику, требуется не столько гонка вооружений, сколько первое – энергетическая помощь европейским странам со стороны Америки, и второе – достойный отпор кремлевской пропаганде, информационной войне. Если снять запреты на экспорт американского газа, то уже через 2 года он сможет заменить на европейских рынках российский газ, сняв тем самым энергетическую зависимость европейцев от грозного соседа, считает Маккейн. Победить в информационной войне непросто, но необходимо. Одним из ключевых элементов победы в холодной войне без единого выстрела, как говорила Маргарет Тэтчер Рейгану, была пропаганда, послание, обращенное к социальным группам. Россия ведет постоянную, направленную, изощренную пропаганду на балтийские страны, Молдову, Румынию, Польшу. Я ценю работу наших друзей в Праге, в радио «Свободная Европа», но мы должны ликвидировать отставание, нести свое послание, послание правды. Я говорил об этом с сенатором Коркером, главой Международного комитета. Мы намерены добиться этого. Только так решите эту проблему. Маккейн готов согласиться с прозвищем «Ястреб», но абсолютно не согласен с тем, что его называют в Кремле и в прокремлевских СМИ русофобом, перевирают его заявления в прессе, рисуют образ маразматика, растерявшего все здоровье во вьетнамском плену. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Фонд МакАртуров, проработавший в России более 20 лет, заявил, что покидает страну. Свое решение фонд мотивировал тем, что эффективная работа международных благотворительных организаций в России стала невозможной после вступления в силу новых законов и формирования так называемого патриотического стоп-листа. В заявлении говорится, что деятельность фонда МакАртуров в России всегда имела исключительно благотворительный характер и приносила пользу гражданам России и российскому обществу. За время работы в России фонд выделил более 173 миллионов долларов на поддержку высшего образования и защиту прав человека, а также на борьбу с распространением ядерного оружия. В Грузии завершаются первые многонациональные военные учения. Подробности у коллег в Праге. Катя? Да, Юлия, ежегодные грузино-американские военные учения «Проворный дух» в этом году впервые прошли под эгидой НАТО. В течение 2 недель на военном полигоне в Азиане тренировались более 1000 военных из стран-членов НАТО. Все они приехали со своим оружием. Сегодня на показательной тренировке группа солдат из Болгарии, Грузии, Румынии и США демонстрировали навыки захвата и зачистки зданий, эвакуации пленных и раненых. Это первое масштабное учение, которое проводится после того, как на саммите НАТО в Уэльсе были приняты важные решения в отношении Грузии. Это первое учение, в которое участники Альянса вовлечены в качестве наблюдателей. И после открытия тренировочного центра в августе мы будем регулярно проводить в Грузии подобные учения. Завтра в программе «Настоящее время» смотрите интервью с министром обороны Грузии Тиной Хидашеле. Деревня Францево в Томской области России – бывший спецпоселок НКВД, стоящий среди болот и тайги. С внешним миром деревню соединяет узкоколейная железная дорога. Другого пути в магазин или больницу нет, и тот местные власти хотят закрыть. На узкоколейке прокатилась Мелани Бачина. Вот на таких самодельных дрезинах и в жару, и в дождь, и в холод жители деревни Францево, или французы, как они сами себя называют, ездят почти каждый день.
35 километров по узкоколейке в одну сторону, 35 в другую. Людмила и Николай собираются из Комсомольска домой, во Францево. Ездили в поселок за продуктами и кое-какими вещами. Узкоколейкой они пользуются столько, сколько себя помнят. За продуктами, за бензином, в больницу ездишь. Мы уже привыкли, мы родились здесь, выросли, уже состарились тут. Николай с женой все лето проводят в тайге, как и другие французы. Работы здесь никакой нет. Сбор и заготовка ягод, грибов и шишек – единственный вид заработка. На вырученные летом деньги люди живут потом всю зиму. Привыкли уже. Вот сейчас хоть в Комсомольске переехали, как говорится. Не то, что переехали, а пока... На зиму, да? Да, на зиму. Вот, а душа все равно уже прикипела сюда, к Франции. Все места, где родные стали. Все равно сюда тянет сюда. Вот что и обидно сейчас, линию снимут, это ладно, если обойдется, будет дорога. А если дороги не будет, сюда и не попадешь. Сейчас узкоколейка принадлежит компании «Томлесдрев». Почему она решила эту дорогу разобрать, местным жителям толком никто и не объяснил. Как будут завозить продукты? Муку как завозить будут? Лекарства как завозить будут? Ну что, МЧС вызывать или что? Куда только люди не писали с просьбами сохранить узкоколейку. Но на все свои обращения они получали лишь отписки и ни одного ответа, вселяющего хоть какую-то надежду. О том, что ее никто не обслуживает уже на протяжении более 10 лет, это всем известно и знали. И не приведи Господь, тихо я говорю, и не приведи Господь, сегодня на узкоколейке что-то случится. За ответственность за жизнь на узкоколейке отвечает в первую очередь собственник, во вторую очередь органы местного самоуправления. Французы говорят, что привыкли рассчитывать только на свои силы. И ничего у власти не просят, кроме одного – сохранить узкоколейку. Мелани Бачна, Юлия Бычкова, Александр Сокалов, Томск. Эфир продолжат мои коллеги в Вашингтоне. Юлия? Спасибо, Катя. Американский писатель Эдгар Доктороу, автор таких популярных романов об истории США, как «Грег Тайм» и «Билли Батгейт», скончался на 85-м году жизни. Газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на сына писателя, написала, что Доктороу умер в Нью-Йорке от осложнений рака легких. Президент Обама отметил в своем твиттере: «Доктороу был одним из величайших писателей-романистов Америки. Его книги меня многому научили, и его будет не хватать». Что может быть общего у современных 3D-принтеров и книжных фолиантов вековой давности? Коллекции виниловых пластинок и курсов современной цифровой звукозаписи и телепроизводства. Ответ может удивить многих. Все это теперь предлагают вашингтонские библиотеки. Сюжет Романа Мамонова. Всю эту стену мы снесем. У нас тут будет площадка для живых выступлений. А это у нас центр для людей с ограниченными возможностями. Главный библиотекарь Вашингтона обходит с дозором владения свои. 45-летний Ричард Рейс Гавелан занял этот пост около 1,5 лет назад, переехав из многомиллионного Нью-Йорка в тихую столицу с амбициозной задачей – вдохнуть новую жизнь в библиотеке Вашингтона. Наши библиотеки сейчас — это уже не про книги, это про внимание к людям, о новых знаниях. Библиотеки эволюционируют, становясь образовательными центрами. Мы теперь сами учим людей, а не как раньше даем книгу для самообразования. Привычный принцип использования библиотек – прийти, найти необходимую книжку, взять ее домой или прочитать в читальном зале, конечно, никто не отменял. Но в век интернета книги в буквальном смысле уступают место новым форматам. Чтению с экрана смартфона или вашего планшета или экрана компьютера. Но главное, в 21 веке самые библиотеки превращаются в центры новых знаний и новых форматов их получения. Центр цифровых форматов занимает лишь часть первого этажа библиотеки, но притягивает в разы больше посетителей, чем все остальные отделы. В дополнение к привычным курсам основ компьютерной грамотности здесь также учат продвинутым программам графического дизайна, видеомонтажу и созданию приложений для смартфонов. Хотите напечатать собственную книгу? Не проблема. Провести встречу программистов или активистов какой-нибудь организации? Только попросите. Библиотеки включаются в конкуренцию с книжными магазинами, кофейнями, с офисами на час и даже институтами. Вот тут сейчас печатается шлем героя фильма «Мстители». Это проект одного из наших самых юных посетителей. Адам Шейфер вот уже 2 года занимается тем, что кажется несовместимым с классическим образом библиотекаря.
Пилит, строгает, выжигает. Режет заготовки на лазерном станке и учит людей работать на 3D-принтерах. Мы рассказываем о новых технологиях на бесплатных курсах. Как использовать их, для чего, как работает 3D-печать, как смоделировать объект. После этих курсов люди могут сами уже создавать модели. За 2 года посетители напечатали примерно 2000 объектов. Это очень популярное направление. Осваивать новые технологии в свободное время приходят не только рядовые посетители, но и коллеги Адама из других отделов библиотеки. Им ведь теперь надо быть на все руки мастерами. Сейчас вот освоят 3D-принтеры, а потом, глядишь, и за видеопульт сядут. В библиотеке как раз открыли студии звукозаписи и телепроизводства, оборудованные самой современной техникой. Проект только запустили, но можно не сомневаться, пустовать эти кабинеты не будут. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон, США. С 25 июля по 2 августа Лос-Анджелес будет принимать международные специальные Олимпийские игры. В город съедутся 7000 спортсменов из 170 стран мира. Вашингтонец Деметриус Качин представит США в легкой атлетике. Наша съемочная группа встретилась с молодым спортсменом и его семьей. 22-летний Деметриус Качин, несмотря на проблемы в учебе, вызванные психическими нарушениями, не считает, что этот диагноз как-то ограничивает его. Я люблю бегать. Все время. Он готовится к участию в специальных Олимпийских играх под руководством тренера Энтони Сакену. Должна быть цель, если мы хотим получить лучшие результаты. Он помогает мне, говорит: тянись, опусти подбородок. После отборочных соревнований в Лос-Анджелесе Качин надеется принять участие в соревнованиях на дистанции 100 и 400 метров и эстафете на 400. В прошлом году он занял 1-е место в беге на 400 метров на специальной Олимпиаде, состоявшейся в Нью-Джерси, поставив личный рекорд. Деметриус надеется, что в этом году ему удастся побить свой рекорд. Я счастлив и очень взволнован. Я верю в то, что могу победить. По словам тренера, Деметриус, застенчивый юноша, обрел уверенность в себе, когда начал заниматься спортом. Он резко изменился, стал увереннее. Его спортивные возможности также значительно возросли. Мать Деметриуса говорит, что специальные Олимпийские игры помогли ее сыну преодолеть трудности в учебе. В прошлом году он получил школьный диплом. Я все время говорила ему: не сдавайся, у тебя все получится. По словам Сакену, главная задача специальных Олимпийских игр состоит не в определении победителей и проигравших. Главная цель этого спортивного праздника – создать атмосферу, в которой участники с отклонениями в развитии могут проявить себя в спорте. Это возможность для них почувствовать поддержку, понять, что все болеют за них. Пока Деметриус будет бороться за медали в Лос-Анджелесе, его мама в Вашингтоне будет болеть за него и верить, что он сможет преодолеть себя. Да, я надеюсь, я верю. В эти дни в Копенгагене проходит Всемирный конгресс Санта-Клаусов. Подробности в видеорепортаже Златицы Хоук. До Рождества осталось 5 месяцев. Однако это не такой уж и длинный срок, если вы Санта, и вам необходимо подготовиться к зиме и обсудить с коллегами важные проблемы. Я думаю, что в этом году мы поговорим о том, что Сантам нужно есть меньше сладкого. Понимаете, дымоходы нынче стали уже. Так что 15-20 печенюшек — это уже много. 12, наверное, нормально. Более 120 Санта-Клаусов из 15 стран собрались в столице Дании Копенгагене на 3-дневную встречу. Это событие поистине мирового значения. Санта-Клаусы приехали в Данию со всего мира, чтобы насладиться красивым Копенгагеном, теплым приемом жителей города и, конечно же, обменяться идеями о том, как сделать этот мир лучше для всех. Вот что значит быть Санта-Клаусом. Перед тем, как Санта-Клаусы прошли маршем через центр города, они посетили знаменитую статую русалочки. Основная часть мероприятия, включая показательное выпекание рождественского пирога и чтение сказок для детей, пройдут в парке развлечений неподалеку от Копенгагена. Кроме того, Конгресс – прекрасная возможность для обмена опытом. На встрече мы обсудим, какие подарки будем дарить в этом году. Мы также поговорим, где можно купить лучший шоколад в Дании и где подают самую вкусную рыбу. Всемирный конгресс Санта-Клаусов проводится в Дании каждое лето, начиная с 1957 года. Merry Christmas! На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами, и до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.